На сегодняшний день при поддержке ЮНИСЕФ идут ремонтные работы в одном из корпусов Сухумского государственного колледжа. Совсем скоро это здание превратится в центр инновационного образования. Территория уже очищена, половина окон установлена. Сейчас идут отделочные работы. К концу весны планируется завершение работ. Вы видите проект Центра инновационного образования, то есть то, как он будет выглядеть после ремонта. Непосредственно тот корпус, на который мы сейчас смотрим, это постройка 50-х годов, и мы со своей стороны тоже постарались сохранить эту красоту, этот объем, который существовал. Мы его очень кропотливо восстанавливаем, работаем с местными архитекторами, которые нам помогли разработать концепцию того, как это будет выглядеть. Мы ремонтируем полностью все 3 этажа. Нам пришлось полностью убрать все старые перекрытия, потому что вы знаете, что сюда в свое время попал снаряд, и это здание на протяжении 30 лет находилось как бы в застое, оно не использовалось. И сейчас внутри будут оборудованы кабинеты. У нас на 3-м этаже будет 3 кабинета. Лингвистический кабинет, будет кабинет со всем оборудованием, компьютерный класс и такой общий класс, который будет многопрофильного использования. На 2-м этаже у нас будет небольшая учительская и очень большой кабинет с лабораторией для преподавания точных естественных наук по современным методологиям. И на 1-м этаже мы оборудуем такой большой конференц-зал, потому что мы предполагаем, что помимо того, что физическое пространство будет создано, внутри будут проходить различные мероприятия многопрофильные. Здесь учителя смогут проходить курсы повышения квалификации, переквалификации. Внутри центра будут расположены модельные кабинеты, то есть у педагога будет возможность преподавать, используя современное техническое оборудование. Здесь также будет большой упор сделан на учителей, будущих учителей, те люди непосредственно, которые хотят стать учителем. Дело в том, что сегодня мир очень быстро меняется, и учителя тоже должны проходить различные курсы повышения квалификации, использования современных технологий, подходы, методологии. Большой упор будет сделан на преподавание гуманитарных и технических наук, естественных наук. И параллельно будет большая работа проведена по работе с языками, абхазским языком в частности. Мы большое внимание уделяем этому. Вначале учителя будут проходить курсы по повышению квалификации, а уже после обеда они могут непосредственно заниматься с учениками, здесь будут организованы курсы. Эти курсы будут бесплатные, доступны для всех учеников. Очень надеемся, что не только из Сухума, но и из других районов тоже в будущем будет возможность привлекать сюда учеников. Работы также ведутся по внутреннему оснащению двора. Это будет открытая площадка для детей и их родителей. Мы предполагаем, что одновременно здесь будут проходить различные мероприятия, и родители могут прийти, провести какое-то время тоже с детьми на территории. Мы хотим максимально сделать этот формат доступным для людей. В данный момент мы также работаем с группой молодых людей, которые проходят подготовку для того, чтобы в дальнейшем перенять управление этим центром, чтобы там был весь день, проходили различные мероприятия, комплексные, чтобы были мероприятия. И очень надеемся, что это действительно будет таким центром притяжения для всех, которые заинтересованы в развитии и улучшении применения современных методологий в систему образования в Абхазии. Этот объект – это часть Сухумского государственного колледжа. У нас достигнута договоренность при поддержке Министерства просвещения, то, что на протяжении 5 лет этот комплекс будет функционировать как непосредственно этот хаб, о котором мы говорим, центр такой инновационно-образовательный, а уже в дальнейшем мы надеемся, что он плавно перейдет в систему образования уже на форматах, которые будут в дальнейшем согласованы. При поддержке ЮНИСЕФ во всех районах Абхазии и в городе Сухум были отремонтированы, полностью оборудованы и оснащены материалами 8 педагогических образовательных центров для учителей и специалистов сферы образования. Каждый из центров оснащен современным техническим оборудованием, мебелью и всем необходимым для проведения тренингов, встреч и других мероприятий. Еще один языковой ресурсный центр был создан на базе Института педагогики. Здесь полностью отремонтирован кабинет, также он оснащен необходимой техникой. Центр работает уже около 5 лет. Благодаря поддержке ЮНИСЕФ специалисты имеют возможность работать над инновационной методикой. Цели и задачи нашего института – это и разработка учебников, методических пособий. Естественно, один из аспектов таких активных работ института – это внедрение новых педагогических инновационных подходов во всем, в системе, в частности, в обучении абхазского языка. Вот в одной из наших бесед лично от меня это был запрос, просьба, чтобы нам отремонтировали одну комнату, чтобы
здесь мы смогли как бы приглашать людей и показывать, демонстрировать, что ли, и информировать учителей, чем мы, в принципе, занимаемся вот по всем этим вопросам. И чтобы была помощь в плане как его обеспечения материально-технической базы именно для этого отдела, инновационного отдела. С большой благодарностью хочу сказать, что руководство ЮНИСЕФа нас поддержало. Находится отдел, именно работает отдел инноваций. В первую очередь, почему именно этот отдел инноваций? В первую очередь, очень много разговоров, да, о сложности, методики, скорее всего, о неэффективности традиционных подходов в изучении, да, языка, абхазского языка. И вот мы здесь, наши сотрудники, работают над инновационной методикой. Это центр по изучению языков, не только абхазского языка. Мы занимаемся еще разработкой русского языка в национальной школе. Все эти семинары, программы, все наши успехи, чем мы можем гордиться, как говорится, все они рождаются в недрах этого кабинета. Все это мы демонстрируем с помощью всей этой техники, которой мы сегодня пользуемся бесплатно абсолютно. И, как говорится, мы только подотчетны Министерству просвещения. Нам оказали помощь, мы им благодарны, а все уже зависит, это уже зона нашей ответственности, как мы пользуемся и что мы делаем. При поддержке ЮНИСЕФ в 2022 году в Гулрипской и Гечрипской средних школах были открыты компьютерные классы, проведен полный капитальный ремонт, а также предоставлены стационарные компьютеры и необходимая техника для ведения информатики и использования современных технологий в образовательном процессе. Учебное пространство также было спроектировано и организовано с учетом современных стандартов и подходов к школьному и образовательному процессу. Важно отметить, что преподаватели и руководство школ по всей Абхазии также прошли курсы повышения квалификации по преподаванию методам, ориентированным на ученика. Это современная методика, доказавшая свою эффективность. Компьютерные классы могут использоваться не только учениками, но и педагогами для совершенствования их навыков, которые способствуют предоставлению качественного и современного образования детям. Также стоит отметить, что во время пандемии ЮНИСЕФ продолжал оказывать поддержку образовательным учреждениям Абхазии. Так, например, ЮНИСЕФ передал Министерству просвещения 150 ноутбуков для школ Абхазии. Конечно, мы понимаем, что только ремонтов и оснащения недостаточно для того, чтобы улучшить услуги для детей в каждой из этих сфер. То есть важно понимать, что и даже на практике мы это видим, что когда мы только делаем ремонт или только предоставляем оборудование, не всегда этого достаточно для того, чтобы на практике для людей что-то менялось. Поэтому мы всегда совмещаем это с повышением квалификации тех специалистов, которые в этих учреждениях работают. Неважно, если мы говорим об образовательной сфере, о медицинской сфере, о социальной сфере. Мы специально организовываем для них курсы повышения квалификации, потому что наша задача сделать так, чтобы этот компьютерный класс работал и не был заперт на ключ, и чтобы дети имели туда доступ, и учителя тоже понимали, зачем им и как они могут практически это использовать. В 2020 году в целях улучшения водоснабжения и санитарно-гигиенических условий в школах нашей страны стартовала новая программа, которую реализует ЮНИСЕФ. И, честно говоря, не ожидала, что школьные санузлы будут в столь удручающем состоянии. Но при поддержке ЮНИСЕФ ситуация изменилась. За это время в 47 школах было налажено водоснабжение и отремонтированы санузлы. Еще 14 школ по программе получили улучшение водоснабжения. В 2024 году планируется охватить еще 25 школ по всей Абхазии. Важно подчеркнуть, что программа получила хорошую поддержку от районных администраций. Она осуществляется в тесном взаимодействии с районными отделами образования. В рамках данного проекта также было разработано методологическое пособие для проведения классных часов на темы изменения климата и окружающей среды, здорового образа жизни, использования и обслуживания санитарно-технических объектов. Для мониторинга качества воды всем районным отделам СЭС была передана переносная мини-лаборатория для анализа воды.
Программа продолжится до марта 2025 года. Планируется охватить 74 школы, что составляет половину от всех школ Абхазии. Благодаря ЮНИСЕФу в Ачамчирской средней школе номер 2, Сухумской средней школе номер 1 и Галской средней школе номер 1 были созданы и оснащены образовательные центры АЦАРА, где обучение осуществляется преподаванием на основе STEM-подхода. STEM – это интегрированный подход к обучению, объединяющий научную, техническую и инженерную составляющую в единый увлекательный учебный процесс. Целью создания STEM-лабораторий в учебных заведениях является обучение школьников применению полученных на уроках знаний на практике. ЮНИСЕФ также передал еще 10 школам по всей Абхазии лабораторное оснащение по физике, химии и биологии. Комплекты включили в себя инвентарь, необходимый для лабораторных исследований, наборы реактивов для проведения опытов по химии, микроскопы и комплекты для проведения лабораторных работ по физике. Преподаватели дисциплин естественно-математического цикла школ, участниц проекта, прошли обучающие семинары по методике преподавания предметов на основе STEM-подхода в течение 2021 и 2022 годов. Лаура Капш, Заур Гварджа, Абхазское телевидение.